Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Диванная аналитика», и в ней мы общаемся с непрофессиональными игроками Лиги Легенд на разные интересные темы. Сегодня у нас в гостях Андрей Голубев, он же Дред, ведущий аналитик Доты и очень популярный стример. К сожалению, Андрей сейчас находится в Ванкувере на Интернешнале и не смог приехать к нам в студию, поэтому мы будем общаться с ним по видеосвязи. Дред, привет! Привет, Юра! Я непосредственно являюсь игроком в LoL. Иногда поигрываю, непрофессионально, разумеется, но подающим надежды, наверное, как минимум, да. У игроков каждой из игр есть свои предпочтения по чемпионам и героям. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя предпочтения в Лиге Легенд по чемпионам? Поиграл я, конечно, к сожалению, не за всех чемпионов, пока еще. Но у меня есть два любимчика. Это Азир и Ясу. Ясу? Да, Ясу. Ну, я так посмотрел, очень интересные механики катания. Приятно поиграть, особенно первые разы в матчмейкинге сразу на нем очень получается здорово. Горишь со всего абсолютно то, что происходит. И это, как бы, знаешь, заставляет тебя немного ярче, что ли, воспринимать жизнь. Я лично лицезрел, как ты однажды стримил Лигу Легенд. И также еще раз ты стримил недавно. Скажи, пожалуйста, какие механики в Лиге Легенд, отличные от Доты, тебе нравятся, и какие механики, возможно, тебе, наоборот, не импонируют? Главным отличием для меня является возможность в Доте ворваться вот с расстояния экрана. В общем-то, это вносит в игру определенный хаос. И наличие телепортов, тут быстрого передвижения по карте, соответственно, и смоков, что макроигру усложняет. Вот. Ну, а в Лоле есть приятная штука, вот эти вот таланты. Ну, не таланты, как это назвать? Специальные билки героев, которые выбираются в начале, типа флэш, хил, игнайт и так далее. Да. Вот. Вот. Это прикольная штука. Жаль, что вот это такое, потому что это добавляет вариативности персонажу и усложняет игру. Плюс эти вот пассивки, которые тоже выбираются, ты делаешь себе набор какой-то, и тоже можно как-то играть, исходя из него. Это тоже круто очень. Андрей, существует такой мифический слух, что игроки в Доту не любят игроков в LoL. Я таких людей не встречал, но теоретически это возможно. Как ты думаешь, этот слух вообще хоть на один малейший процент имеет место в реальной жизни? Или это скорее что-то из какой-то древней истории? Возможно, кто-то и недолюбливает. Но, честно говоря, не знаю, вот я играл в LoL на стриме, и люди только спрашивали меня, когда в следующий раз им понравилось. Никто ни в коем случае не говорил никакие грубости и подобные вещи. Не знаю. Атмосфера была прекрасной. Такое ощущение, что я вел стрим на опушке, где бегали и играли друг с другом в единороги, летали бабочки в радуге все, естественно. Это правда. Я был на том стриме, Андрей. Я заходил в чат и просто вкушал вот эти вот зрительные амброзии. Прям они меня обволакивали все по поводу, какие были хорошие комментарии, позитивные, добрые. Тебя поддерживали, говорили о том, какой ты молодец. Флаги были, Doritos Chips поднимали в чате за тебя. Немножко кидали сморков, но так, чтобы разбавить атмосферу. Все было очень круто. Спасибо, Андрей. Считаешь ли ты, что в Доте на данный момент воспитание игроков, в частности, наказание за токсичность или какие-то противоправные действия, достаточны? И какие бы ты правила хотел бы сам от себя лично включить? Тема воспитания, особенно в матчмейкинге, в ранкеде, игроков — это отдельное дело. Как правило, ты заходишь поиграть в эту прекрасную игру, узнаешь много нового о себе. И я думаю, да, над этим стоит работать, как-то ужесточить систему наказаний. За флейм тот же, чтобы банили на 24 часа, на год, может быть, больше даже, чтобы люди вообще перестали говорить, например. Это, мне кажется, справедливое наказание. Да, но, к сожалению, работа идет над этим не так быстро. По крайней мере, в Доте многое спускается с рук. В Лиге Легенд каждые несколько недель выходят патчи, и также достаточно часто выходят новые чемпионы или переработанные. Я слышал, что в Доте герои выходят не часто, и хотел у тебя поинтересоваться, часто ли происходит в Доте патчи,
и сильно ли они меняют саму игру, сильно ли они влияют на метагейм? Valve начали выпускать по одному патчу где-то в 2 недели, но там очень редко были какие-то значимые изменения. Герои там, соответственно, не вводились, они вот прям только по праздникам исключительно, как благодать божественная, появляются в игре. И, как правило, они прям сумасшедшие в плане имбаланса, просто горящие седалища на протяжении долгого времени в матчмейкинге и так далее. Конечно, хотелось бы, чтобы почаще вводили нормальных героев, как все, чтобы он не отличался по своей силе, вот просто как небо и земля от других, соответственно. Ну, не хватает. Игра как-то застаивается, стагнируется. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы дотки почаще уделяли внимание. Андрей, как ты считаешь, говоря о профессиональной игре в доту, количество патчей и такое их частое обновление влияет на профессиональные команды в плане их подготовки к турнирам? Да, разумеется. Порой даже патчи вводились за неделю, за несколько дней до турнира, и команды вынуждены были играть уже на новом патче. Были случаи, что во время какого-то турнира достаточно крупного, в принципе, вот в стадии плей-офф на следующий день команды просыпаются, а бам, новый патч. Он не очень большой, но тем не менее, какие-то изменения очень сильно меняют метод, команда еще не привыкла к этому, и вот это вот огромный минус. Подожди. То есть в течение одного турнира команды могут играть на разных патчах? Бывали случаи. Это турниры, это были турниры не от Valve, поэтому они, видимо, решили, что... Каким ты видишь будущее киберспорта? Киберспорт, мне кажется, уже достаточно крупный. Очень хотелось бы посмотреть на такой симбиоз спорта и киберспорта, чтобы люди были облачены в какие-то VR, экипировку и были сами в игре, но при этом им нужно было физически выполнять какие-то действия, чтобы там персонаж двигался или атаковал, или вот подобные какие-то вещи. Это было бы, мне кажется, очень круто и зрелищно достаточно. Прям новые, новейшие технологии, разработки. Андрей, если когда-то ты захочешь запустить этот проект в жизнь, я, как максимально спортивный человек, обязательно поддержу тебя. Я буду голосовать за тебя. Дред, хотелось бы у тебя узнать, как ты стал аналитиком в доте, как ты прекратил свою киберспортивную карьеру и почему ты решил именно выбрать такой путь? Я, что называется, долго пыхтел еще перед тем, как закончить играть. У меня был спад. Пытался с новыми коллективами как-то вернуться в игру, но мотивации уже не хватало просто, чтобы достичь топового уровня, чтобы развивать команду вместе с собой и так далее. Поэтому в один момент я понял, что все, достаточно. Лучше сфокусируюсь на стримах. И в то время как раз участилось количество больших турниров, на которых нужна была аналитика. И меня приглашали. Мне понравилось. Очень дружная, веселая атмосфера. Андрей, у меня сейчас практически скупая слеза выкатилась. Потому что, друзья, все, что сказал Дред только что, если заменить слово «дота» на слово «Лига Легенд», все остальное слово в слово было как будто прям про меня. Мне прям даже, Андрей, теперь обнять тебя хочется. Андрей, я обнимаю тебя, обнимай меня, Андрей. Я обнимаю тебя, ты не один. А что ты скажешь по поводу работы за столом аналитики, когда одна из команд нравится тебе больше, чем другая? Остаешься ли ты ледяным просто, максимально холодным в эфире, или все-таки ты даешь как-то немножко жару, горячишь и пытаешься болеть за одну команду? Знаешь, стараюсь, конечно, быть холодным, максимально ледяным, но иногда, опять же, в противостоянии, например, Virtus.pro играли против ЕГЭ, невозможно же просто держать себя в руках в такой игре. И, конечно, даю иногда волю чувствам, даю волю своей, так сказать, горячей стороне, поэтому не получается, не всегда получается, как минимум. Я тебя полностью, Андрей, поддерживаю. Я вообще не могу понять, каким образом можно не болеть за СНГ команды, особенно на крупных турнирах. Возможно, не так сильно комментаторам, но в том числе. Что ж, Дред, спасибо тебе большое. Напоследок хотелось бы узнать, что ты хочешь пожелать зрителям Доты и Лиги Легенд, что бы ты хотел бы пожелать болельщикам разных киберспортивных дисциплин лично от себя, как аналитик и как стример. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я хотел бы, чтобы вы немного задумались о том, насколько сильно может ранить слово,
написанное в чате, например, команде на турнире каком-то, которая старается, которая весь год потела, и вот в момент чат обрушивается с какими-то оскорблениями, унижениями. Это сильно очень давит на коллективы. Они всегда смотрят, они читают соцсети, они в курсе. И как благотворно влияет поддержка. Поэтому не забывайте об этом. Не забывайте о том, что именно вы вносите ту самую разницу между победой и поражением. До свидания. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, Андрей. Дамы и господа, это был Андрей Голубев, он же Дред, ведущий аналитик по доте и популярный стример.